Итак, в эфире телеканала «Якутия-24». Итоги дня в студии Мадина Халикова. Здравствуйте. И сейчас коротко о главных темах. Попались на незаконном обороте оружия. Банду злоумышленников задержали по подозрению в сбытии охотничьих ружей. Дома новые, проблемы старые. Жители Ленска снова жалуются на подтопление зданий, только теперь родниковыми водами. Семья из Якутска столкнулась с бюрократией. Их дом не признают аварийным, несмотря на заключение комиссии. Примут ли меры по расселению жильцов? Кабмин России проведет совещание по борьбе с коронавирусом в стране. Сегодня расскажем, какую поддержку окажут субъектам. В конце выпуска поговорим о кино. Фильм «Нуча» снова стал номинантом престижной национальной премии. И обо всем по порядку. 5 подозреваемых в незаконном обороте оружия задержали сотрудники уголовного розыска МВД Якутска. Злоумышленниками оказались продавец оружейного магазина и 4 его покупателей. При проверке в одном из специализированных магазинов Якутска обнаружили недостачу нарезных и 8 гладкоствольных ружей. По версии следствия, к их пропаже причастен 28-летний продавец. Мужчина втайне от директора магазина продавал оружие охотникам без оформления соответствующих документов и по заниженной цене. Выручку в 1 000 000 рублей он забрал себе. Весь незаконно проданный товар изъяли, его вернут в магазин по окончании расследования. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые сейчас под подпиской о невыезде. А вот продавец будет ждать решения суда под домашним арестом. Пробы воды реки Вилюй для определения ее состава взяли инспекторы Сунтарской инспекции экологического надзора после распространения в социальных сетях видео о загрязнении воды. По информации госинспекторов, повышение уровня воды в Сунтарском участке не наблюдалось. Отсутствует и наледь в этом районе. Таким образом, загрязнение воды реки Вилюй на сегодня в Сунтарском районе не подтверждается. Минэкологии Якутии проводит проверку и в других районах на участке реки Вилюй. Результаты станут известны позже. В Якутске в ходе заседания научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления рассмотрели схемы проведения противопаводковых мероприятий. В работе приняли участие специалисты из Департамента по водным отношениям и экологического просвещения Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, службы спасения и других ведомств. Участники заседания определились со схемами и обсудили ход работы по зачернению и распиловке льда на реках Лена, Алдан, Амга, Тока и Колыма. Как говорит наш якутский ГУМС, в этом году ожидается, значит, прогноз соответствующее скрытие и тому подобное. Где-то, они сказали, где-то 15 апреля. Методы известны давно, значит, они по проекту это зачернение инертным материалом и распиловка баровой установкой, ну, на базе МТЗ, большие, значит, пилы. Виды, значит, определены, способы определены. В Ленске люди вынуждены жить во временном, предоставленном после наводнения еще 2001 года жилье. С жителями микрорайона Северный встретилась Анна Кожевникова. Слово «дом» всегда ассоциируется с такими основополагающими понятиями, как крепость, уютное место, куда хочется возвращаться. Но для семьи Елизаветы Олесовой жилье ежедневно создает опасность. Молодая женщина боится проснуться в одно прекрасное утро и вместе с кроватью провалиться под пол. Родник под домом бьет из разных мест, наполняя подпол водой, разрушая фундамент, а по пути создавая ряд последствий. Это и сильный запах канализации, плесень и различные насекомые. Окна давно повело, дует из всех щелей. Полы деформировались. Их смело можно использовать вместо скейт-площадки. Вот у меня буквально за 2 года, видите, как полы уехали. Они и в ту сторону. Проблемы в доме номер 19 проспекта Строителей в микрорайоне Северный начались еще в 2018 году. Наша съемочная группа в гостях у Елизаветы Олесовой была в феврале 2019-го. Тогда речь шла о признании дома аварийным. Признали, но и эта мера не помогла расселить жильцов. В существующий этап программы переселения дом не попал. Начала обращаться везде, на что получала отказы. В феврале 2020 года снова повторяется ситуация. Снова у нас бьет ключ с разных мест. Если тогда был с угла дома, сейчас он омывает скалу под поле, выходит из-под скалы и заполняет подполье. Обратилась снова с маневренным жильем, на что я снова получила отказ.
В такой ситуации оказалась не одна семья. В некоторых квартирах уже проваливается унитаз. Во второй квартире, да, они вставали прямо в воду. Да, грунтовые воды идут, источники какие-то бьют. Они вставали прямо с постели в воду. За 3 года Елизавета обошла все инстанции: управляющую компанию, жилотдел городской администрации, Роспотребнадзор, прокуратуру, Республиканское управление государственного строительного и жилищного надзора, специалисты которого обследовали это жилье. В этот раз обратилась в общественный совет районной администрации. К нам действительно поступило обращение граждан. Мы провели предварительную экспертизу документов, потом нами было составлено заявление в прокуратуру. То есть заявление было зарегистрировано сегодня, и хотелось бы отметить мгновенную реакцию прокурора. То есть сегодня мы только написали заявление, и сегодня уже в составе комиссии мы смотрим объект. То есть надеемся на скорейшее разрешение ситуации. Члены общественного совета совместно с депутатами и прокурором посетили многострадальный дом. Мы посмотрели документацию, мне было предложено подготовить обращение в наш адрес, потому что было понятно, что это несколько человек страдают здесь. Проблема как бы не новая. И сам убедился, что действительно проблема есть. Но заранее, как говорится, предсказать расклад ситуации на сегодняшний момент трудно. Будем работать вместе с муниципалитетом, постараемся к каким-то консенсусам прийти. Сегодня вопрос под свой контроль взял прокурор района. Надо не забывать о том, что микрорайон Северный был построен после наводнения 2001 года как временное жилье сроком на 5 лет. Время и негативные природные факторы разрушили этот дом на 70%, что делает его непригодным для проживания. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. С похожей ситуацией столкнулись и жители Якутска. Маленькая семья с ребенком-инвалидом уже 2-й год не выходит из квартиры, потому что находится она в аварийном доме, а подъемник не устанавливают из-за опасности обрушения. Дом не просто признали аварийным и непригодным для проживания, но и опасным для жизни. Но заключение комиссии никак не повлияло на ситуацию. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. В тюрьму без решеток превратилась собственная квартира Елены и ее дочери, 17-летней Маши, у которой с рождения тяжелый диагноз – детский церебральный паралич. Елена физически не может спустить дочь по лестнице. Маша хоть и худенькая, но в одежде весит почти 40 килограммов, не считая коляски. Мы-то ждали капремонт, пандус построили, и нам обещал вот Якутстрой поставить подъемник. Девушка приезжала, мерила, но говорит, не могу поставить, дом ваш вообще сразу рухнет. К чему-то надо прикрепить. А прикрепить и вправду не к чему. 2 года назад стены и потолок начали расходиться. Треск по ночам даже будил жильцов. Специальная комиссия предложила переселиться в маневренный фонд, в комнатушку в 10 квадратов. Но для Елены с ребенком-инвалидом легче переехать в палатку. Там хоть выйти получится на улицу без проблем. Вот одна коляска вот тут стоит, вторая коляска, велосипед. Куда я в 10 квадратных метров и общий туалет, и общая ванна. Как я смогу там? Во-первых, это раз, а второе, что там общий туалет и общая ванна. Жильцы признали дом аварийным только в августе 2017 года и не успели попасть во 2-й этап федеральной программы по переселению жильцов из аварийного жилфонда. А это значит ждать им улучшения только после 2025 года. Был суд якутский городской. Нас признали, что нам предоставили жилье. Да? А 21 декабря 22 был апелляцию, они подали голову. Через сколько, получается? Ну, через месяц так, да? Мэрия, да? Мэрия подала апелляцию, и был суд верховный, и нам отказали. Сказали, нет, что в программу вы не входите. Ждите. Квартиру в этом доме Елена с дочерью приобрели в 2011-м. 70 квадратов, просторные комнаты, благоустройства. Елена была бы и не против ждать своей очереди в квартире, где они с дочкой привыкли. Но риск обрушения не дает им покоя. Мама с дочкой готовы рассмотреть любые варианты, лишь бы жить спокойно и не бояться проснуться под завалами. А самое главное, Маша смогла бы выходить на улицу и ездить на реабилитации. Редакция телеканала будет и дальше следить за судьбой этой семьи. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Нерюнгри тоже волнуют коммунальные проблемы. Там прошло расширенное заседание комиссии районного совета депутатов, в котором приняли участие народные избранники городского совета, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также жителей, которые обратились в райсовет с просьбой разъяснить правомерность доначисления за тепловую энергию в январе этого года. Напомним, что в 214 домах жителям был сделан перерасчет на сумму от 1 до 15 тысяч рублей не в пользу потребителей. На основании выступлений составили
составили протокол, создана рабочая группа, в которую войдут специалисты Нерюнгринской районной и городской администрации, управляющих компаний и представители ТСЖ, чтобы разъяснить, почему сложилась ситуация. Пока с юридической точки зрения к поставщику есть вопросы, с которыми предстоит разобраться. И принято, я считаю, что тут такое решение, тоже одно из решений, что обратиться ресурсоснабжающей компании ПАО ДКК, о том, чтобы по соглашению индивидуально, когда жители приходят, сделать рассрочку платежей. Там от каждого зависит по его возможностям, когда он сможет заплатить эти денежные средства. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в республике выявили 859 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 678 в столице региона, 49 случаев в Мегино-Кангаласском. Еще в 12 районах республики положительные тесты на ковид получили от 1 до 20 человек. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, поскольку это все-таки очень контагиозная инфекция, большинство заболеваний регистрируются в легком течении, и пациенты получают лечение в амбулаторных условиях. И это, конечно же, в первую очередь обусловлено вакцинацией и ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 555 165 человек. Это составляет 77,4% взрослого населения республики. К слову, российский Кабмин сегодня обсудит эпидобстановку и меры по борьбе с коронавирусом в стране. Совещание пройдет под руководством председателя правительства Михаила Мишустина. Так рассмотрят вопрос о выделении Минздраву в 2022 году из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на закупку лекарств. Помимо этого примут решение о выделении Минздраву средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федеральной казны регионам на приобретение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, которые получают медицинскую помощь амбулаторно. Круглый стол под названием «Трасса мужества и славы. Аляска-Сибирь» проходит в онлайн-формате в Якутске. Мероприятие посвящено 3-му зимнему экстремальному марафону «Полюс холода» в Аймиконе. Организаторы хотят привлечь внимание к сохранению наследия легендарной воздушной трассы Фэрбэнкс, Якутск-Красноярск, то есть Аляска-Сибирь. Участвуют в круглом столе органы власти, сотрудники музеев, домов культуры, институтов и школ Аляски, Чукотки, Магадана, Якутии и Красноярска. Помимо них интерес проявили члены РГО и американской компании Bravo Flight Foundation. На повестку круглого стола Аймиконский УЛУС внес свои предложения. Администрация муниципального образования Аймиконский УЛУС направляет ставит такие следующие предложения к резолюции, которые будут не круглого стола «Трасса мужества и славы Аляски-Сибирь», посвященного 80-летию воздушной трассы Фэрбэнкс, Якутск-Красноярск. Во-первых, выступить нам, руководителям круглого стола, выступить с предложением в адрес правительства Российской Федерации о принятии авиаплощадки Аймикон федеральную собственность в целях качественного обеспечения перевозки пассажиров и соблюдения требований безопасности полетов для приведения в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил, учитывая растущий спрос на экстремальный и экологический туризм. Сегодня, 21 января, отмечают Международный день аспиранта. Выбранная дата имеет символическое значение. Именно 21 января в 1925 году Совнарком РСФСР утвердил 2 важных документа о подготовке научных работников. Сейчас в Северо-Восточном федеральном университете обучается 272 аспиранта. Среди них Марфа Егорова изучает способ получения углеродной точки из сажени бересты. Для этого сажень опускают в раствор с аммиаком, а затем отправляют в автоклав с температурой до 200 градусов по Цельсию. Через 4 часа фильтрует и только потом приступает к изучению состава. По словам молодой аспирантки, углеродные точки могут применяться в оптоэлектронике, биомедицине и медицине. Научной работой Марфа занимается 6-й год за свое изобретение. В прошлом году она получила российский патент, а недавно патент евразийского масштаба. Углеродные точки – это углеродный наноматериал, углерод, содержащий наноматериал, который мы синтезируем сальвотермальным и гидротермальным способами. Это значит, что мы берем прекурсоры
реагенты и помещаем их в автоклав, и при высоких температурах мы проводим синтез. И после этого мы получаем светящиеся растворы, которые содержат углеродные точки. Планы сейчас проверить их антибактериальную способность, этих углеродных точек, способны ли они бороться с бактериями и применимы ли в такой области. И еще одна значимая дата. 30 лет исполняется Министерству по внешним связям и делам народов республики. В Доме народов имени Кулаковского заработала выставка «История в лицах», посвященная юбилею министерства. Экспозиция также приурочена к столетию Якутской ССР. Посетить ее можно до 10 февраля. О представленных работах и деятельности министерства расскажет Марфирина Алексеева. Организация первых международных спортивных игр «Дети Азии», включение природного парка «Ленские столбы» в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мировой рекорд самого многочисленного ансамбля хомусистов и его включение в Книгу Гиннесса, а также многие другие проекты – все это заслуга в том числе Министерства по внешним связям и делам народов республики. 2009 год – это когда Всемирная организация ЮНЕСКО признала и включила в свой список нематериального наследия человечества наш эпос Олонхо, древнейшее искусство якутов. И далее у нас по всем направлениям народного хозяйства, будь то культура, будь то социальная сфера, в основном экономика, спорт, образование, медицина. И во всех этих отраслях шли договора взаимовыгодного сотрудничества. Министерство по внешним связям и делам народов Якутии было создано в январе 1992 года по указу президента республики Михаила Николаева. Продвижение положительного имиджа республики во всем мире, распространение информации о богатой культуре народов Якутии – все это входит в его задачи. К примеру, одно из последних соглашений было заключено с Монголией. За последние годы внешнеторговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза. Внешнеторговый оборот с Монголией тоже растет. По сравнению с прошлым годом он вырос в 2 раза. Мы это уже фиксируем. От нас поставляется сжиженный природный газ, но пока в небольших количествах. Но мы думаем, что поставщик будет налаживать эти связи. И, конечно же, тоже основную долю экспорта из республики составляют это ювелирные изделия, драгоценные металлы, драгоценные камни. И Монголия тоже имеет планы поставок к нам своей продукции, в частности, продукции легкой промышленности, одежды, шерстяные изделия, меховые изделия. Помимо этого, сохранение дружбы между народами, а их в Якутии проживают более 120, и сохранение этнического, мультикультурного и межрелигиозного баланса внутри республики тоже одна из задач министерства. Не только внешние связи, но и внутренние, очень тонкие, межнациональные и межрелигиозные, тоже в ответственности вашего министерства. И это всегда было и востребовано, и очень значительно для жизни всей республики и всей нашей страны. Я поздравляю вновь и вновь, желаю обильной помощи Божией. Русская православная церковь, Якутская епархия всегда готова вместе с вами исполнять высокое служение Богу и людям. 30-летняя история культуры народов Якутии, все самые яркие международные факты и события – все это вереницы удивительных кадров разных фотографов, а также интересные статьи и книги о деятельности государственного органа собраны на выставке. Экспозиция будет работать в Доме дружбы народов имени Кулаковского до 10 февраля. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. И коротко о мировых новостях. 19-летняя уроженка Бельгии и Великобритании Зара Рутерфорд официально стала самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетела весь мир на сверхлегком самолете. Путешествие продлилось 199 дней. Подробности в репортаже Артема Сторонова. 5 континентов, 52 страны и 51 тысяча километров. В четверг легкомоторный самолет, за штурвалом которого находилась 19-летняя уроженка Бельгии и Великобритании Зара Рутерфорд, приземлился в международном аэропорту Кортрейк-Вевелгем на западе Бельгии, завершив этим самым кругосветное путешествие, продлившееся чуть больше 5 месяцев. 18 августа юная летчица отправилась в полет, который пролегал, в числе прочего, через Гренландию, США, Колумбию, Россию, Южную Корею и Германию.
Предполагалось, что путешествие займет 3 месяца, но плохая погода и проблемы с оформлением документов заставляли ее совершать вынужденные задержки, иногда исчисляемые неделями. В Сибири было тяжело. Слава богу, ничего не произошло, но если бы что-то случилось и двигатель остановился по какой-либо причине, то я бы застряла на морозе в минус 35 градусов в 3 часах от ближайшего пункта спасения, а у меня нет снаряжения, чтобы выжить в таких условиях. Лететь из России в Южную Корею тоже было непросто, потому что мне пришлось сделать огромный крюк вокруг Северной Кореи. И в какой-то момент погода начала портиться, и я задумалась, не войти ли ненадолго в воздушное пространство КНДР. К счастью, это не потребовалось. В конце концов, путешествие закончилось успешно, и Зара стала первым человеком в истории, в одиночку облетевшим весь мир на сверхлегком самолете, и самой молодой женщиной, совершившей кругосветное путешествие. До этого рекорд, установленный в 2017 году, принадлежал 30-летней американке Шести Уэйс. С детства я видела мало женщин за штурвалом самолета, и это не способствовало уверенности в себе. В будущем я хотела бы видеть в авиации больше девушек, да и в принципе хотелось бы, чтобы люди совершали безумные поступки. Если у тебя есть возможность, не упускай ее, потому что жизнь одна. Если можешь, проживи ее на полную. Зара Рутерфорд тренировалась управлять самолетом под руководством отца с 14 лет, а в 2020-м получила лицензию пилота. Теперь в планах девушки поступить на инженерный факультет британского или американского университета, а в будущем, если повезет, стать астронавтом. Вернемся в нашу республику. Фильм якутского режиссера Владимира Мункуева «Нуча» стал номинантом национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года. Кинокартину о жизни якутской семьи и каторжника выдвинули в номинации «Лучший фильм» вместе с работами «Капитан Волконогов бежал», «Меде» и «Разжимая кулаки». Церемония вручения наград «Белый слон» пройдет в гибридном формате, очно и онлайн 6 февраля. Напомним, ранее фильм «Нуча» на фестивале «Темные ночи» в Таллине стал победителем в программе Works in Progress Awards, а также картины премия за режиссуру 32-го открытого кинофестиваля «Кинотавр» и гран-при программы «К востоку от запада» кинофестиваля в Карловых Варах. Компания «Капелла Фильм» выпустит фильм в кинотеатрах 7 апреля 2022 года. Театры и музеи приостановили свою деятельность в связи с локдауном, но кинотеатры по-прежнему работают, правда, с 50% заполняемостью и соблюдением всех ограничительных и эпидемиологических требований. Какие кинопремьеры стартовали на этой неделе, расскажет наш корреспондент Александр Хавренко. Здравствуйте, коллеги! Кинотеатры обновили свой репертуарный план. Давайте же узнаем, какие премьеры на большом экране нас ждут на этой неделе. «Код 355» – шпионский боевик о квартете женщин-спецагентов из разведслужб 4 государств, которые ловят опасных террористов. Когда сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников, непредсказуемый агент ЦРУ вынуждена объединиться с соперницами. Крутым немецким агентом, бывшей союзницей из Ми-6, передовым IT-специалистом и опытным колумбийским психологом для выполнения смертельно опасной миссии. Героине предстоит головокружительные погони и бои по всему миру, от кафе Парижа до рынков Марокко и роскошных аукционных домов Шанхая. Квартет женщин-спецагентов поставил под удар свою преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир или приведет к их гибели. Мария Шмидт, агент немецких спецслужб. Аллея кошмаров. Маэстро кошмаров Бенисио Дель Торо, кажется, впервые за свою карьеру отошел от привычных ужасов и фантастики и рассказывает психологическую историю в жанре триллер. Главный герой фильма – молодой аферист Стэнли Карлайл, который работает карнавальным фокусником, но в какой-то момент начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Он пытается обмануть миллионера, чтобы сорвать крупный куш, но терпит поражение, возвращается к прежней жизни и спивается. В отличие от других фильмов Дель Торо, здесь не будет фантастики и элементов сверхъестественного. «Аллея кошмаров» – реалистичная история. «Голос любви» – фильм, вдохновленный историей певицы Селин Дион. Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом. У нее есть все шансы стать звездой и одной из самых величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.
«Тихая ночь», черная комедия, дебют Камилы Гриффин в качестве режиссера, в которой супруги Саймон, Нелли и их сын Арт устраивают в своем роскошном загородном доме идеальный рождественский званый ужин и приглашают не только родственников, но и друзей с их семьями. Однако ближе к ночи объявляется еще один гость – глобальная экологическая катастрофа. «9 причин, чтобы жить». Социальная драма с элементами комедии в жанре 1+1 с внуком Жана-Поля Бельмондо в главной роли. Легкомысленный и избалованный Томас проводит ночи напролет в клубах, а дни в постели. До тех пор, пока это вконец не надоедает его отцу, прославленному детскому врачу. Доктор Рейнхард заставляет сына сделать выбор – остаться без дома и средств к существованию, либо взять шефство над его юным пациентом Маркусом, который родился с серьезным заболеванием. Эта встреча навсегда изменит жизнь каждого из них. А если я сделаю что-то не так? Я ведь не врач. Ну и рожа. На себя посмотри. Поэтому он тебе и доверяет. Спасибо! На этом у меня все. Нескучных вам выходных. На сегодня это все новости. Спасибо, что вместе с нами подвели итоги дня. Оставайтесь на нашем канале.